Мы так обрадовались, думали, ну все, тепло наконец-то пришло. Мерзли до этого очень сильно. А к ночи вот встали, смотрим, ледяные. Вот. Тепло Сомбель Ганнудинова радовалось несколько часов. В доме 57А по улице Побежимова отопление запустили по графику 1 октября. Но буквально на следующий день снова привычный холод. В семье есть ребенок, пришлось доставать теплые вещи. Подумали, может, это там что-то прорвало в подвале. Надеялись, что дадут. Но вот уж сколько дней нету, сегодня понедельник уже. Ходит в комбинезоне, под ним кофточка с длинными рукавами. Вот сверху толстовка. Двухлетний Камил в квартире тоже ходит в уличной одежде. Жители многоэтажки несколько дней ждут действий от коммунальщиков. Тепловикам тоже звонили, в аварийку тоже звонили. То есть по всему дому все звонят, до сих пор ничего нет. Без тепла остаются еще несколько высоток по улице Побежимова. Это 57-й, 59-й, 53-й и 55-й. Как объяснили в управляющей компании, от тепловых сетей отсутствуют параметры, чтобы протопить многоэтажки. Не хватает давления, чтобы продавить такие большие дома. Тем более они находятся на самом верху в нашем районе. Просто не хватает. Специалисты будут заниматься тем, чтобы давление в сети у них было достаточно для того, чтобы тепло пошло в квартиру. А вот на перекрестке улиц Мусиной и Чистопольская замена труб отопления в самом разгаре, но без тепла высотка не осталась. Здесь старые выключат после подключения новых. Как заявили в городе, больше чем в 5000 домах температура в стабильном плюсе, в отличие от 13 многоэтажек столицы. Планируется работы там все завершить и тепло подать в оставшиеся 13 домов. Как заявили в Татэнерго, еще сутки и в домах на Побежимова холодные батареи станут горячими, но по всей Казани тепло будут налаживать еще 2 недели. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.